Главные события уходящего вторника, 9 сентября, в материале наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах. Россияне до 1 октября смогут выбрать формат получения социальной поддержки. Расскажем подробности нововведения. В следующем году в Якутске начнут постройку 5 новых образовательных объектов. Главные вопросы подготовки их строительства обсудили на еженедельном оперативном штабе. Этим летом в Алдане в твердое покрытие одели сразу 5 улиц города. Сейчас завершаются работы на самой протяженной линии – улица Хвойная. Хранители истории Якутска отмечают юбилей. За небольшой период муниципальный архив собрал ценные документы, отражающие историю не только столицы, но и всей республики. Минпросвещение России объявило о награждении 1250 учителей премиями за достижения в педагогической деятельности. Среди них и учители из Нерюнгри, с которыми встретились наши корреспонденты. Самые высокие показатели по уровню экономического развития наблюдаются в Москве, Петербурге, Магаданской области и еще 8 субъектов России относительно остальных регионов. Следует из исследования научного сотрудника Института цифровых технологий Финансового университета при президенте страны Натальи Концевой. 11 регионов имеют аномально высокие показатели. Это Москва, Петербург, Магаданская, Московская, Сахалинская, Тюменская области, Республика Саха, Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий, Ненецкий, Чукотский автономные округа. Согласно данным, в первые 2 кластера с невысоким уровнем экономического развития входят 35 регионов. Среди них Архангельская и Мурманская области, а также Камчатский край и Республика Коми. Россиянам, которые имеют право на получение федеральных льгот и мер социальной поддержки, необходимо выбрать форму получения этих услуг до 1 октября. Об этом сообщили РИА Новости, ссылаясь на документ Социального фонда России. В нем говорится, что граждане, которые имеют право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг – натуральной или денежной. Под натуральной формой подразумевается выдача лекарств, медицинских изделий, путевок в санаторий, бесплатный проезд к месту лечения и обратно. К другим темам. Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам следят за соблюдением правил вождения и использования маломерных судов. Периодически на реках республики проводятся профилактические рейды. В один из таких вместе с инспекторами отправились и наши коллеги. За навигацию 2025 года на водных объектах республики зафиксировано 45 происшествий, в которых погибло 40 человек. Показатель этого года на 25% меньше, чем в 2024 году. Заметную роль в этом сыграли профилактические рейды инспекторов Центра ГИМС. Инспектора Центра ГИМС, Главного управления МЧС России по республике Саха-Якутия проводят профилактические мероприятия, регулярно рейды, надзор за правильным пользованием поднадзорными судами. При остановке судна инспектор запрашивает документы. Это удостоверение на право управления маломерным судном. И также должен иметь судовой билет на данное маломерное судно. Здравствуйте. Судовой билет и удостоверение на право управления маломерным судном. В будний день лодок и катеров немного, лишь несколько рыбаков. Но есть и те, кто выходит на реку по работе. Владимир – сотрудник водоканала, который проверяет уровень воды для работы водозабора. Все документы у него в порядке. Кроме удостоверения и документов на лодку, есть и путевой лист, подписанный начальником участка. Вот чтобы вода поступала нормально, мы вот сейчас будем измерять глубину. По приказу генерального директора. Потому что если воды мало будет, тогда вообще может быть в городе воды не быть. Вот, поэтому сейчас проверим, потом будут решать, снарядом копать, не копать. У всех остановленных в этот день судовладельцев документы были в порядке и в наличии. Вообще инспекторы ГИМС отмечают, что с каждым годом нарушений в акватории столицы становится все меньше. Нарушения разные бывают, но в основном люди не надевают спасательные жилеты, это для лодок, которые менее 4 метров, и забывают документы дома. Такие нарушения. Но бывают и, конечно, злостные нарушения, что человек без прав или не зарегистрировал лодку, спустил. Сумма штрафа самая большая, это если судно не зарегистрировано в установленном порядке, это от 15 до 20 тысяч, и судно становится на штрафстоянку.
Также во время рейдов инспекторы напоминают судовладельцам, что вскоре в Якутске завершится навигация для маломерных судов и выход на реку будет запрещен. В день закрытия в течение нескольких дней после этого катера ГИМС будут патрулировать акваторию в поисках нарушителей. Александр Хавренко, Виктор Дичковский, Якутск. Этим летом в Алдане в твердое покрытие одели сразу 5 улиц города. Сейчас завершаются работы на самой протяженной линии – улице Хвойная. Стоит отметить, что асфальтом покрыли дороги, расположенные на окраинах города, чем порадовали жителей данных микрорайонов. Подробности у Руслана Павлова. Главный специалист по дорожному хозяйству городской администрации Иван Клишин с удовольствием показывает и рассказывает о проделанной работе в городе этим летом. В твердое покрытие закатаны 4 улицы города, на 5-й, самой протяженной линии, работы близятся к завершению. Объект улица Хвойная. Реализуем его в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Это у нас финишная прямая. Именно данным участком мы заканчиваем в 2025 году работы по обустройству дорожного полотна усовершенствованным покрытием. Этот объект самый протяженный у нас, 2 километра 77 метров. Из 5 улиц самая протяженность и самые основные виды работ были произведены именно на данном участке. Дорожники дорожат каждой солнечной и сухой минутой, ведь осень вносит свои коррективы в режим трудового дня, то и дело поливая дождиком свежеуложенный асфальт. Погодные условия сильно влияют на производительность труда? Ну, не совсем, конечно. У нас он мелкий здесь сейчас, поэтому приостанавливаемся, ждем и дальше продолжаем. Этим летом соответствовать современным условиям стали улицы города, находящиеся ближе к окраинам. Такому факту рады жители данных микрорайонов. Да, был такой момент, что даже подходили, радовались и обнимали рабочих. Действительно так было, что вот наконец-то к счастью пришло, асфальт уложили здесь. В планах следующего лета покрыть асфальтом уже 9 улиц, но это будет зависеть от успешной защиты проектов. В перспективе 9 улиц, проекты только готовятся. Согласно запланированного финансирования, будем подводить финишные итоги уже ближе к концу ноября месяца. Ну и в дальнейшем при положительном заключении сообщим гражданам о перечне улиц. За летний период свои обязательства по дорожному устройству городские власти выполнили. Что обещали, то сделали. Впереди более протяженный и сложный период – зима. Ведь борьба со снегом порой обходится дороже и отнимает больше сил. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ну а в Якутске в следующем году начнут постройку 5 новых образовательных объектов. Главные вопросы о подготовке их строительства обсудили на еженедельном оперативном штабе. Планируется построить 2 детских сада в микрорайоне Северный на 360 мест, а также в столице по улице Новокарьерная 8 на 240 мест. По школам обсудили сооружение пристроек к 17-й школе, строительство нового объекта по улице Чайковского, а также новое здание физико-технического лицея. Подрядные организации обсудили планы проектирования и прохождения госэкспертизы. В будущем они покроют потребности в образовании на прилегающих территориях. Совещание принято решение о том, чтобы службе госзаказчика, муниципальному заказчику по реализуемым проектам ускорить именно разработку проектной документации, вход в государственную экспертизу, подрядным организациям также обеспечить качество проектной документации. И много моментов связано с инженерной инфраструктурой этих объектов, да, и земельных участков. Совместно с ресурсно-снабжающими организациями и Министерство ЖКХ будет рассматривать и обсуждать и решать вопросы, связанные с инженерной инфраструктурой и технологическим присоединением данных объектов. По данным на 8 сентября в Якутии отопительный сезон стартовал в 25 районах. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона. В августе тепло подали во всех 13 арктических районах. 2 сентября отопление начали включать в Горном районе. 6 в Сунтарском, Чурапчинском, Нюрбинском, Татинском, Тампонском и Алданском. 7 сентября в Вилюйском, Хангаласском, Амгинском, Усть-Алданском. 8 в Кобяйском. Также 8 сентября подача тепла, согласно графику, должна начаться и в Якутске. В регионе тем временем завершается подготовка к осенне-зимнему периоду. По всей республике капитально отремонтируют почти 1000 километров линий электропередач, а обслуживанию подлежат более 4000 километров тепловых сетей. Ну а как столица готовится встречать холода, расскажет Эржен Гармаева.
Коммунальные службы готовят сани летом. За 3 месяца теплоэнергия заменила котлы и насосы, промыла больше 300 километров трубопроводов. Но зима не за горами, и работы подходят к концу. Например, на улице Новокарьерной наводят последние штрихи в ремонте теплосетей. Над модернизацией коммуникаций специалисты трудились 10 дней. Теперь вместе со старыми металлическими над землей возвышаются новые пластиковые трубы. Они, в отличие от предшественников, обладают рядом преимуществ. Ранее сети были в металлическом исполнении, они находились в аварийном состоянии, и произведена замена на трубы из полипропилена, что является более качественным материалом. Соответственно, там уже отсутствует момент коррозии и отложений, и, соответственно, будет отсутствовать мутность. Ну а сегодня на Новокарьерной слесари занимаются переврезкой труб. За ремонтным процессом следит мастер Александр Седалищев. Он хорошо знаком с кухней городского коммунального хозяйства. Работал на строительстве ГРЭС-2 и в управляющей компании. И вот уже несколько месяцев Александр – сотрудник теплоэнергии. Изоляцию сейчас буду делать, и потом другие бригады поеду, посмотрю, что надо сделать. Ответственность за работников, за монтаж труб, за котельные чувствуется, конечно. Александр признается, план по подготовке к отопительному сезону почти выполнили. А 8 сентября тепло запустили в школах и детских садах. Жилищный же фонд начнет отапливаться при достижении наружной температуры ниже 8 градусов. Ржана Гармаева, Семен Семенов, Якутск. Кадровый потенциал был и остается ключевым приоритетом Валроса. В компании регулярно индексируется заработная плата и совершенствуется система социальных гарантий. Условия работы у алмазодобытчиков, пожалуй, самые лучшие в республике. Спортивные тренажерные залы, поддержка творческих начинаний, обучение, повышение переквалификации и отдых в санаториях, медицинское сопровождение и многое другое за счет компании. Рассказываем, каких перспектив добиваются работники Алмазов Анабара группы «Алроса». Компания «Алмаз Анабара» входит в состав «Алроса» и является крупнейшим предприятием по добыче алмазов на рассыпных месторождениях в арктических районах Якутии, на приисках Маят и Молода. Высокие показатели – заслуга всего коллектива. Здесь каждый трудится на совесть. Работа в Заполярье у вахтовиков непростая, но перспективная. Поэтому в «Алроса» можно построить отличную карьеру. Я сам из Верхоянского района, учился в ЯГУ. Я работаю здесь в компании с 2007 года. Начал так рабочим, потом, так сказать, все ступеньки прошел. Мастер, старший мастер, технолог и вот начальником работаю сейчас. Здесь можно пройти весь карьерный рост. Компания предлагает хорошую заработную плату. Молода – один из ведущих алмазных приисков компании «Алмазы Анабара» группы «Алроса». Вахтовики приезжают сюда со всей республики. Многие из них остаются здесь на годы, а то и десятилетия, строят свою карьеру. Здесь создаются все условия для роста и развития. И для многих сотрудников будни на приисках стали не просто работой, а частью их жизни. Вахтовики получают стабильную зарплату, жилье, питание, а главное – возможность для карьерного роста. Я устроился в «Алмазы Анабара» в 2008 году. Тогда еще требовал, как наладчик РЛС. Наладчик родильного медицинских сепараторов. В 2013 году руководство компании посчитало, что я готов быть начальником цеха доводки, направило в 2014 году сюда на прииск Молода для постройки данного цеха. Сам я родом из Кобяйского улуса, поселок Себянки. Для молодых специалистов я могу отметить, что стабильность компании. Вот. Точная вовремя выплачиваемая заработная плата. Модернизация техники, улучшение условий проживания для вахтовиков, спортивные и культурные мероприятия – все это делает работу на прииске комфортной и привлекает новых специалистов. Важно отметить, что в «Алроса» активно развиваются программы обучения и повышения квалификации. Каждый работник выбирает для себя профессиональный путь. Я сам работаю с 2003 года, начинал работать машинистом, помощником буровика. Сейчас в данное время работаю директором прииска. Сам я с Хандыги, Тампонский улус. Приглашаю наших земляков к нам на работу. Можем обучить людей, таких как бульдозеристы, экскаваторщики, машинистов-погрузчиков.
обучаем с нуля. Приходите, ребята, работайте, научим всему. Для «Алроса» и ее дочерних компаний важен не только экономический результат, но и внимание к людям. Вахтовая работа – это нелегкое испытание для каждого, но компания создает все условия, чтобы труд был максимально комфортным и безопасным. «Алроса» продолжает развивать промышленность Якутии, создавая новые рабочие места. Только в прошлом году работу в компании получили более 6,5 тысяч местных жителей. Даяна Федорова, Виктор Дьячковский, Булунский район. В селе Тасюрях завершилась реконструкция парка культуры и отдыха, который теперь стал настоящим центром притяжения для местных жителей и гостей. Обновленный парк готов принимать различные мероприятия в летний период, предоставляя комфортные условия для отдыха и развлечений. В парке появились этносооружения, предназначенные для проведения обрядовых мероприятий и культурных праздников. Эти сооружения отражают традиции и культуру местного населения, создавая уникальную атмосферу для проведения различных мероприятий. Обновленный парк стал не только местом для активного времяпрепровождения, но и площадкой для культурного обмена и сохранения традиций. В 2021 году мы обновили парк, построили несколько объектов и обрядовые объекты поставили. В этом году добавили несколько объектов и обновили, покрасили, отремонтировали. За счет средств недропользователей. И в этом году мы участвовали в конкурсе «Территория Алроса». Выиграли этот конкурс и финансирование получили оттуда. К 80-летию Великой Победы при поддержке компании «Транснефть Восток» в Ленске реконструировали памятник героям трассы Аляска-Сибирь. Торжественное открытие обновленного мемориала приурочили ко дню окончания Второй мировой. Подробности далее. По легендарной трассе в годы войны из США на советско-германский фронт перегоняли военные самолеты. Памятник был возведен энтузиастами школы после экспедиции к месту падения одного из самолетов. Экспедиция состоялась 20 лет назад. В числе учеников, которые в ней участвовали, была Александра Сидорова. Сегодня она возглавляет учреждение. Поход был самый интересный, наверное, в моей жизни. И вот эти бури эмоций, когда мы нашли место падения самолета, эти эмоции не передать словами. Когда мы представляли в картинках, как вообще происходило, какие трагические события вообще могли происходить в этой местности. На митинге собрались юные патриоты Ленска, педагоги, представители «Транснефть Восток». Сохранение исторической памяти – важная составляющая деятельности предприятия. Мы рады были участвовать в восстановлении памятника, потому что энтузиастами школы номер 2 был организован этот памятник, и мы поучаствовали в его восстановлении и приведении в нормативное состояние. Мы планируем вообще пройтись по пути алсибовцев, летчиков-алсибовцев, как раз посетить место падения самолета. Историю памятника знают все ученики. Фрагменты деталей самолета и фото с места крушения находятся в школьном музее. Мемориал – гордость учреждения. Не во всех городах есть памятники, а в нашем есть. И самое главное, что его строили наши ребята вместе, дружно. И все люди, которые будут проходить мимо него, будут смотреть и гордиться нашей великолепной страной. Участники митинга возложили к памятнику цветы, почтили память погибших минутой молчания. Светлана Валеева, Виталий Андреев, Ленск. В столице республики в эти дни проходит гражданский форум, посвященный 80-летию победы в Великой Отечественной, году защитника Отечества в стране и году защитника Родины в Якутии. Форум объединил представителей власти, предпринимательского сообщества, общественных организаций и гражданских активистов. В программе сразу 5 дискуссионных площадок и итоговое пленарное заседание. Участники обсуждают патриотическое воспитание, поддержку семей и ветеранов СВО, развитие местного самоуправления и роль общественных инициатив. Форум стал пространством для открытого диалога и поиска практических решений актуальных проблем. Гражданский форум прежде всего проводится для того, чтобы консолидировать общество в вопросах общего развития, решения тех проблемных вопросов, которые волнуют общественность, государство, бизнес, понимая, что мы все живем в одном обществе, в одной стране. Мы должны вместе созидательно решать все наши вопросы. И пути их решения, выработка новых форм, подходов, инновационных подходов. И самое главное, услышать друг друга. Это и есть основная идея гражданского форума.
Хранители истории Якутска отмечают юбилей. За небольшой период муниципальный архив собрал ценные документы, отражающие историю не только столицы региона, но и республики в целом. О достижениях Якутского документального хранилища узнаете в материале Вероники Таюрской. 14 сентября 1995 года зародилась история муниципального архива Якутска. До этого момента все официальные документы сдавались в Национальный архив республики. Указ о создании отдельного отдела в администрации города подписал Спартак Борисов, руководивший тогда столицей региона. Одним из больших достижений нашего архива является, что мы издали книгу истории города Якутска, начиная с 1632 по 1990. Это первая часть, это хроника, летопись города Якутска. И теперь мы работаем над второй частью. И второе, мы создали архивную коллекцию «Почетные граждане города Якутска». И сейчас мы планомерно, системно собираем документы наших почетных граждан. За 30 лет муниципальный архив принял на вечное хранение более 39 тысяч документов. Сегодня архив стал хранилищем для исторических документов, уникальных фотографий, чертежей и рукописей. Они стали основой для издания собственной книги. В нашем архиве сдают документы 87 учреждений города Якутска и несколько республиканских учреждений. И мы, конечно, можно сказать, храним всю историю, жизнь города Якутска. Кроме Якутского архива, свой юбилей отмечает Алданский архив. 19 сентября ему исполнится 90 лет. Алданский архив, как и другие отделения службы, имеет свой уникальный экземпляр. Мы нашли сценарий 10 лет Алдан. Представляете, это уже 90 лет, это 10 лет Алдану как праздновали, как они готовились, даже заготавливали тогда продукты лишние, чтобы было чем накормить гостей. Писали письма тому же Бертину, получали от него ответ. И, понимаете, мы нашли сценарий фильма к десятилетию Алдана. В честь 30-летия Якутского муниципального архива проходит ряд мероприятий, включающий торжественное чествование отличившихся сотрудников архивной службы. В этот день были выручены благодарности главы Якутии, Министерства культуры и духовного развития и Якутской городской думы. Также в этот день были подведены итоги за 30-летнее существование архива Якутска. Архив является тем учреждением, которое сохраняет нашу интеллектуальную собственность, интеллектуальную ценность и, конечно, наши документы, которые хранятся в архивах, которые рассказывают о жизни горожан, о работе предприятий, организаций, о тех исторических решениях, которые принимаются руководителями, учреждениями именно в развитии города Якутска, нашей республики. Празднование юбилея Якутского архива продолжается. В течение недели на разных площадках пройдут заседания, круглые столы по вопросам взаимодействия с МФЦ и соцфондом, а также фабрика процессов, направленная на формирование дел в рамках реализации проекта «Эффективный регион». Вероника Таюрская, Нюркун Старостин, Якутск. Минпросвещение страны объявило о награждении 1250 учителей премиями за достижения в педагогической деятельности. В списке награжденных оказались 12 талантливых преподавателей из Якутии. С одним из лучших учителей России в Нерюнгри встретилась наша съемочная группа. Среди награжденных престижной премией за выдающиеся результаты в образовательной и воспитательной деятельности преподаватель технологий из информационно-технологического лицея номер 24 Сергей Деминов, чей профессионализм был высоко оценен на федеральном уровне. Я не могу назвать себя великим наставником, великим учителем, да, то есть не считаю, что делаю что-то незаурядное, что-то великое, то есть я просто направляю детей, ищу общие с ними интересы и, соответственно, помогаю развивать проекты. Большая степень в проекте – это участие ребенка, его вклад, то есть моя сугубо только помощь, где-то помочь получить нужные знания, где-то подправить неработающий алгоритм, где-то, то есть помочь разработать конструкцию. Воспитанники Сергея Деминова регулярно становятся лауреатами и победителями престижных всероссийских и международных научных конференций, представляя высокий уровень разработок и готовых прототипов уникальных проектов. Сергей Иванович, мой руководитель, внес очень большой вклад
в мою проектную деятельность. Вместе с ним мы как раз-таки развивали мой первый проект. Вот. Также он мне сам предложил идею моей разработки новой, которая на данный момент уже завоевала очень много призовых мест на различных конференциях. В планах у Сергея Деминова повышать качество преподавания, дальнейшее раскрытие творческого потенциала учеников и совершенствование методов обучения подрастающего поколения. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи.